В семье Кучаевых их Скоростнокаменки близ Гурзуфа случилось несчастье. Пожар, вспыхнувший ночью 31 октября, уничтожил вагон, в котором семья проживала с 1995 года и по крупицам строила дом. Ту злосчастную ночь Азиза Кучаева вспоминает со слезами на глазах. Полыхающее пламя первым увидел сын, который поспешил на помощь родителям. Однако из горящего вагона членам семьи выбраться оказалось непросто. Жилье за считанные минуты превратилось в пепел. Где-то без 23 нас разбудил сын. Он кричал что-то. Мы сначала не поняли, но он кричал это безысходности, что не может зайти туда к нам. Это все же горело там. И когда муж выбежал, дверь открыть не смогли, он выбил окно и прыгнул на этот горящий, стал с водопровода тушить. Но так как водопроводная линия у нас пластмассовая, она сплавилась, и все, потушить ничего не мог. И он уже ничего не мог сделать. Спасая имущество, глава семьи Рауф Кучаев получил ожоги. Сейчас мужчина находится в ожоговом центре 6-й городской больницы Симферополя. Ожог 3-й степени, у него ожог ступни, 2 ног, но правая очень сильно, он не встает, он лежит. И на руках вот здесь у него ожоги. На лице тоже есть, но на лице так, не сильно. В вагоне, охваченном огнем, Азиза Ханам осталась со свекровью. Им чудом удалось спастись, выбравшись через окно. Пламя практически полностью уничтожило всю технику и мебель. Огня не было в доме сначала. И когда он выбил окно, уже дым и огонь пошел к нам на кухню. Я стала оттуда, еще вода шла, стала оттуда поливать. В кастрюле стояла, поливала. Но огонь был очень сильный. Мы с бабушкой остались одни здесь. Ей 90 лет, она идти не может. Мы выбили здесь решетку, сетку москитную. Сын залез, и мы ее стали вытягивать. Потому что в первую очередь ее и документы выбросили. Все, что мы смогли сделать. По словам спасателей, причиной пожара стало замыкание электропроводки. У нас сам счетчик новый, хороший, мощный, а проводку надо было к нему подбирать. Нам не сказали, что проводка там другая нужна. Если бы проводка была помощнее, она бы выбила там. Возгорания бы не было. А так как слабая проводка, она не реагирует, как нам МЧС рассказала. Сейчас погорельцы живут у родственников. Сгоревший вагон восстановлению не подлежит. 2 года назад семья Кучаевых начала строить дом, вкладывая в него все средства. Мечтали уже в этом году в нем обустроиться. Но пожар зацепил и крышу дома, которую накрыли буквально месяц назад. Теперь Кучаевым необходимы средства, чтобы до наступления холодов восстановить крышу, установить окна, двери, выполнить внутреннюю отделку дома, создать хотя бы минимальные условия для проживания. Они обращаются ко всем неравнодушным к их беде и просят помощи. Помочь семье Кучаевых можно, перечислив средства на карту.